Привет, Эльчка, привет, друзья, кто нас смотрит, привет. Наконец добрался до следующего урока чеченского языка. Элька, сегодня интересный урок у нас, очень интересный, потому что сегодня будем изучать элементы одежды. Ну, а девочкам нравится одежда, поэтому хорошо. И сейчас он довольно сложный, я тут, честно скажу, перед тем, как подготовиться, я тут некоторые слова даже в словарике посмотрел и обогатил свой словарный запас, и даже немножко так понял конструкцию предложений. Начнем. Одежда, можно сказать, бедершью. Да? Бедершью. Вот, бедершью одежда. Ну, одежда нам нравится всем, да, то есть разная одежда есть, вот, бедершью. Но можно сказать еще по-другому. Можно сказать теюххумншью, теюххумншью, теюххумншью. Теюххумншью. Вот, так что это теюххумншью и бедершью – это одежда. Ну, так что так. Сегодня вот выбирал как раз одежду, шарфик нашел, темную курточку взял, еще джинсики надел. То есть вот такая вот у меня сегодня одежда, дочурка. Тебе нравится одеваться? Я помню, ты всегда перед зеркалом там бегала, мы с тобой все разные наряды нацепим, и ты надеваешь. Вот, так что бедершью – это что у нас? Поняла? Бедершью. Вспоминай, что такое бедершью, или можно еще сказать теюхумншью. Теюхумншью. Вот. И еще помнишь, как сказать, например, что это или что это во множественном числе. Вот если помнишь, когда было говорить, что это, да, это будет хархунью, хархунью, то есть, ну, что это, да, хархунью, то есть хархунью, там, можно сказать, это там книжка, там, вот, например, хархунью, книжкою, вот, так далее, то есть хархунью, мышка компьютерная, и не знаю, как будет мышка компьютерная, еще дойду до этого. Вот. Хархунью, шарфью, там, хархунью, одежда, там, бедерши. Вот, получается так. И еще, если ты говоришь, например, в единственном числе, я так понял, это говорится хархунью, или можно сказать хархунью, то есть хархунью. А если во множественном числе, тогда говоришь хоршхунью. Да? Элька, смотри, хоршхунью. Вот. И теперь начнем дальше. Жалко, я сегодня пиджачок не надел, потому что реально в пиджачке такая вещь есть. Это воротник. Воротник, ну, по-русски длинное слово воротник, а по-чеченски короткое. Получается кач. Кач, воротник. Вот, получается кач. Кач-бу. Это будет воротник. Вот, получается хандад, хинт, кач, качбат был. Получается, у тебя папа сегодня без воротника, да? Сегодня, видишь, просто бетловка, или как она, свитер без воротника. А так воротник будет кач. И вот воротник, он может быть, например, квадратный воротник, да, он может быть угловой, и может быть вообще такой нормальный воротник. И вот сейчас я вспомню, как да что, потому что реально это сложные слова. Есть, например, воротник, который, знаешь, такой вот стоячий, такой стоит. И вот этот воротник будет, сейчас скажу, летчбол качбу. Летчбол качбу. Летчбол. Вот потом покажу летчбол качбу. Это будет стоячий воротник. У меня такая, кстати, одна рубашка есть, стоячий воротник там у нее. Вот, и потом еще есть с уголками. Знаешь, такое вот, в основном рубашки там надевают с уголками. Вот это будет уголочный, это будет мейкшьол качбу. Это будет мейкшьол качбу. Мейкшьол качбу. И еще есть такой, ну, как бы, обыкновенный круглый воротник, да. Вот, это будет, по-моему, горг, да, то есть, ну, это получается, сейчас я посмотрю еще, да. Да, вот круглый воротник будет горг качбу. Горг качбу. Смотри, покажу тебе слова эти и посмотрим, да. Получается так. Вот, видишь? Воротник, видишь, там воротники вот эти все, да, это будет качбу. Я поставлю так, может быть, будет лучше видно. Вот так вот, да. Смотрите, получается качбу, это воротник. Можно даже поближе поставить. Вот. Качбу, воротник. Летчбол качбу. Это будет вот такой воротник. Это получается стоячий воротник. Потом мекшьол качбу. Это будет заостренный воротник.
И еще есть горк качбу. Это будет круглый воротник. Вот, получается, малышка, тебе, наверное, больше подошел бы круглый, а мне, наверное, стоячий или как он называется, этот угловатый, да. То есть получается хун санжим йо, гор качбу, а сун получается все, мне получается летчбол качбу, может быть даже будет этот мэкшьол качбу. Сложные слова, Элька, но надо повторять. Вот. И хорошо, когда вот мы с тобой потом, ты когда смотришь эти видео, ты повторяй, потом мы с тобой попробуем переписываться, когда уже подрастешь ты на чеченском языке. Да, и знаешь, как здорово будет. Теперь смотри, дальше руки, вот сейчас зима будет, да, и ручки надо будет греть. Чтобы их согреть, надо... Что надо? Знаешь, что надо? Варежки надо. Их можно еще назвать рукавицы, перчатки, варежки. Вот. А по-чеченски можно сказать карнжду. Вот. Карнжду. Это варежки или рукавицы. Карнжду. Вот. Карнжду. И одна варежка или одна рукавица будет карду. Да. То есть у них получается ду и получается карду. Это варежка, рукавица, перчатка. А карнжду – это варежки, рукавицы, перчатки. Это легкие слова. Не такие, как, например, сейчас ты меня спросишь, как будет воротник, я скажу качбу, а как будет, например, круглый воротник, это будет горк качбу. Это горк качбу, да, правильно. А вот стоячий воротник будет летчбол качбу, вспомнил, летчбол качбу. А вот угловатый воротник, меркш, посмотрю, не, мейкш, йол качбу. Вот угловатый мне сложно, наверное, лучше стоячий надевать. Теперь смотри, мы знаем варежки, воротник, и еще, давай выучим еще одно слово. Это будут носочки или колготки, чулочки. Там, вот, как бы носочки всегда нужны. Пастшью. Вот покажу тебе это слово. Видишь, вот так вот, да? Вот. Ну, вот, это будет пастшью. Это у нас. А вот видишь, все эти воротники здесь еще. И вот еще несколько слова. Вот эти рукава теперь пройдем. А рукава, знаешь, есть, например, рукава есть. Рукава, да? То есть возьмем пхожду. Пхожду – это рукава. Пхожду. И потом, если у тебя безрукавка, тогда можно сказать без рукавов, это будет доц пхожду. И сейчас тут еще одно слово есть, дех пхожду. Я не знаю, что такое дех пхожду. Интересно, что это? Давай посмотрим, здесь словарик есть. Дех пхожду. Может быть, это длинные рукава. Нет, вряд ли. Может быть, это какое-то приложательное. Пхожду – это рукав. Значит, доц пхожду. Ну да, правильно, длинный сказал. Доц пхожду – это будет короткий рукав. А дех пхожду – это будет длинный рукав. Да. То есть, получается, доц. Ну да, доц это короткий. Я помню это слово. Еще мы давно как-то... Я читал уже книжки всякие. Так, брал, просто смотрел. Вот мне вот слово некоторые запоминаются. Доц это короткий рукав. Доц пхожду. Доц пхожду. Короткий рукав. А будет дех пхожду. Это длинный рукав. Вот у меня, видишь, какие рукава. Это длинные. Вот, а сейчас сделаем короткие. Смотри. Опа. О. Ну, теперь короткие. Ну, вот так, Элька. Давай я сейчас прочитаю еще слова. И ты попробуй повтори. И если кто-то еще смотрит, то тоже повторите. Ну и дальше мы уже прошли. Это 18-й урок. Скоро будет вообще интересно. Там будут новые слова. Ладно. Значит, качбу. Качбу. Хархунью качбу. Хархунью качбу. Качбу. Летчбол качбу. Летчбол качбу. Летчбол качбу. Мэкшьол качбу. Мэкшьол качбу. Горк качбу. Пастшью. Карнжду. Карду. Пхожду. Доц пхожду. Дех пхожду. Давай еще раз, да? Я сейчас попробую так более уверенно, потому что надо несколько раз тренироваться
И когда вот я тут один сижусь, а на работе в субботу пришел дела поделать, и думаю, запишу тебе чеченский. Качбу, качбу, воротник, да. Лечбол качбу, лечбол качбу. Это будет стоячий воротник. Дальше будет мекш йол качбу, мекш йол качбу. Это будет угловатый воротник. Теперь гоур качбу, гоур. Ой, надо снять этот шарф. С ним трудно разговаривать. Гоур качбу. Это будет круглый воротник. Гоур качбу. Да, я сам запоминаю. Вот теперь карнжду. Карнжду. Помнишь, что такое карнжду? Перчаточки. Перчаточки, варежки, рукавички. И карду. Одна перчатка. Одна рукавичка. Карду. Пастчью. 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 Носочки, да? Пастчью. Колготки, носочки. Пастчью. И теперь рукава. Пхожду, рукав, пхожду, пхожду. Дот пхожду, короткий рукав. Бег пхожду, длинный рукав. Так что от бедершью, Элька, одежда, бедершью. И еще можно одежду сказать теюхумшью, теюхумшу. Вот я помню, когда про холодильник, и долго-долго повторял на видео, я потом больше это слово не использовал, но я до сих пор помню, что это юркшейрью. Так что сейчас надо еще раз повторить. Теюхумшью, теюхумшу, это одежда. Бедершью попроще, можно использовать бедершью, но еще теюхумшу. Вот. А что такое теюх? Вот это слово интересное, надо будет подумать. А пока, Элечка, заканчиваем наш 18-й урок чеченского языка. Жди еще видосиков, я еще что-нибудь тебе запишу. Люблю тебя, малышка. Надеюсь, мы скоро увидимся. И всем, кто нас смотрит, спасибо и до свидания.